достаточно мало времени я как бы трачу на это, надо как-нибудь посвятить больше. И тогда, наверное, люди, может быть, более интереснее будет там ориентироваться. А так, в принципе, на дневниках зарегистрирован, их довольно интересный просмотр. Иногда так захожу, смотрю, там даже подписчики добавляются, хотя в принципе, как бы ничего нового не добавляю. Но хотел бы, конечно, чтобы еще больше развивалось. Все-таки 14 лет довольно серьезный такой период времени, я думаю. Да, так, даже постоянно меняется. Я думаю, даже подписчики постоянно добавляются, там разные. Ну, за 14 лет, мне кажется, довольно большое поколение может поменяться. Да, кстати, извиняюсь, перебил. Те, кто родился в один год с дневниками, они уже получили паспорта. Или сейчас получают. Вот сколько времени утекло. Да. Ну а так, Павел, благодаря Павлу, на самом деле, в дневниках он постоянно мне говорит: Николай, ну прими участие, там очень как бы интересно. Я как бы всегда стараюсь находить время и принимаю иногда. Вот сегодня как раз Павел говорит: покажи какой-нибудь мастер-класс. Я долго думаю, что. Ну, я всегда скажу с того, что можно сделать именно сейчас. Вот на данный момент буквально мне недавно привезли молодого жеребенка. Я думаю, ну, что делать надо готовить жеребятину. Вот хотел показать как раз салат из жеребятины. Да. Для этого вот как раз я вот подготовил жеребятину, но постараюсь довольно быстро, пока начну жарить, там сделаю соус, потом там подготовлю и так далее. Можете между собой общаться, там просто, возможно, что-то немножко затянется где-нибудь так в процессе. Да, вот пока коротко такая, пока. Ну, соответственно, вот хочу поприветствовать всех, кто сюда, ну, где, кто пришел сегодня. Так. И не знаю, у меня есть коробка с радостями. Она скромная, но все же. Так, ник 17. Представитель общества коллекционеров. Прямо вот вспомню описание монет, исчерпывающая информация. Вот, и решил вручить вот такую вот кружечку. Так. Спасибо. Ага, карта читатель. Наш унициклист. Ага, ну, особенно вот самое примечательное, по-моему, путешествие по Японии и путешествие по Корее на велосипеде. Надо на велосипеде. Вообще там, по каким еще странам? Ну, Китай еще и Европа. Как Китай, это Даже завидую, по-хорошему завидую. Вот. Так. Ник Бара, Николай Андреевич. Общественной палате Республики Саха-Якутия. Ну, спасибо, что пришли. Дмитрий Местников. Да, у меня свой ресторан под названием «Река озеро лес» характеризует стихию местных продуктов, да, поэтому все стараюсь использовать полностью местное, позиционирую как ресторан такой современной якутской кухни, да. Салат с жеребятиной, ну, начнем, конечно, самое такое, жеребятину уже начал жарить, а так подготовлю соус, который будет, да, чем буду заправлять. Ну, для заправки, соответственно, заправка будет такая, вроде бы, пока что стандартная, будет на основе оливкового масла. Вот у меня оливковое масло, чтобы немного это было, да. Добавлю туда немного нарезанного репчатого лука. Вот так. Я думаю, будет достаточно.
Ну, репчатый лук придает довольно такой очень хороший вкус, ну, отлично сочетается с дичью, да. Поэтому, ну и в якутской кухне довольно часто встречает. Поэтому в заправку я добавляю вот такой репчатый лук. Так, следом, тут особенность в том, что в этой заправке я буду добавлять такое вот варенье из шиповника, да. Я уже говорю, что постоянно, что продукты, которые находятся в одной среде, например, в лесу, то они между собой очень широко сочетаются. Там все различные ягоды, это все довольно очень плотно, хорошо между собой сочетается. Ягоды шиповника довольно полезные, но вместе с жеребятиной попробуйте, вкус такой довольно становится, наверное, знакомый всем с детства, да, но толком не понимаю, что он придает. Он придает как раз вкус шиповника, да? Так, мясо я практически уже подготовил. Мясо вот зажарил до золотистой корочки, но, надеюсь, наверное, все кушают степенью прожарки медиум, да? Такой полусырой, ничего страшного, я думаю, не будет. Добавляю вот варенье шиповника. Немножко добавлю чеснок. Чуть-чуть пойдет соль, совсем немного так. Перец. Перец использую, ну, мельница такой как бы фреш, сразу придает такой довольно серьезный аромат. Чтобы было побольше витаминов и опять такой довольно интересный характерный вкус будет придавать, добавлю свежую кинзу. Это всего лишь только заправка. Салат мы еще пока не приступили, да? Ну, каждый продукт, соответственно, имеет свою определенную характерную роль. Сейчас такой идет довольно приятный аромат кинзы. Есть люди, которые не любят кинзу? Обожаю. Не, ну на самом деле бывают такие. Я вот как-то в детстве тоже не любил, но потом... Пришлось. Не, ну, наверное, даже не пришлось, а потом как-то полюбил. Так обычно бывает в жизни. Следом также пойдет уже... Вот на самом деле после вот такого состава, если вы попробуете, то на самом деле вкус особо там сильно-то и не поменяется, да. Ну там чеснок, лук, там все это будет довольно серьезно долго отдаваться. Вкус конкретный придает уже, когда ты добавляешь, как говорят, соус начинает петь, когда добавляешь что-то кислое туда, да. Вот как раз, когда вы добавляете туда, сейчас добавлю немножко для аромата и более яркого вкуса, добавлю этого апельсина и потом сок апельсина. Много, конечно, не надо, потому что может так
он перебивать. Добавим немножко сок. И в конце добавлю такой винный уксус. Ну, по вкусу он получается такой кисло-сладкого такой. Довольно интересного аромата, да? Можно, наверное, сиропа чуть больше еще добавить. Вот так. А вместо шиповника можно другое варенье? Нет. Нет, да? Шиповника такой более нейтральный, но при этом сильный такой вкус. Да, он не сразу отдается. Ольха, там, или это... Ну, можно, конечно, прикалываться, добавить там, не знаю, может, не сладкую Ну, бруснику, тоже вот из например. крупных, да? Что это? Бруснику, например, не сладкую, да. Можно добавить, скорее всего, возможно, морожку, например, почему нет. А землянику, не пробовал, если честно, надо попробовать. И приступаем потом к салату, да. Ну, салат у нас такой стандартный набор. На самом деле, если салат с жеребятиной, то жеребятин должно быть много. Я пожарил тут довольно большое количество, да. Как уже сказал, что здесь будет степень прожарки медиум, да. Вот такое розоватое. В принципе, даже, по-моему, даже не сыровато получается. У вас нож японский, да? Вот это не японский. Японский у меня есть. Да. Если честно, японским мне сложновато иногда бывает. Да, этот такой, более, как вам сказать, простой в обращении. С японским надо настроение, ну, лично для меня, когда там все там, иногда, когда сильно устанешь, там какой-нибудь 5-й день мастер-класса там где-нибудь в Москве, я достаю этот японский нож и начинаю там резать там, и всегда говорю, подойдите подальше чуть-чуть, чтобы и начинаю разделывать, да, потом в конце там есть помощники, в конце помощник говорит: Николай, ну это очень острый ножик, да, ну на самом деле да, там надо быть аккуратно, можно порезать легко, даже, наверное, так вот слегка там коснешься, обязательно порежешься. Этот ножик универсальный тем, что можно его резать и мясо, там, и рыбу, а самое главное овощи. Вот когда такого плана салат готовите, то нужно один ножик, потом для овощей там другой там, и так далее. А это можно одним ножом сразу как бы все операции сделать. Опять же, привыкать надо. Здесь немножко неудобно, высоко очень. Да, тут надо было подставку какую-нибудь, тогда я бы гораздо это быстрее бы делал бы, да. А сколько стоит такой нож? Это какой-то фирменный, да, нож? Да нет, это, конечно, фирменный ножик. Цена, честно, не помню. Ну, если честно, у меня как я всегда смеюсь, никогда дешевый никогда не получается. Поэтому, если я беру, то какой-нибудь там, как минимум 6 тысяч обязательно, да, бывает. Начиная от 6 тысяч. Вот у меня японский кацуми есть. Цена там его, по-моему, 12 тысяч, да. Но он такой, там можно металл рубить, наверное. Да. Ну, резать им очень сложно. Ну, мясо вот жеребятины тем уникально, что готовится где-то раз в 5 быстрее, чем говядина. Ну и вкус, соответственно, очень хороший. Это вот
буквально... Можно использовать? Да, Она же тоже быстро готовится. да, оленина тоже очень быстро готовится, тоже хороший вкус. Да, ну оленину единственное надо больше времени на подготовку, потому что мясо оно такое имеет большое количество крови, поэтому да, жеребятины нет такого количества. Потому что если вы будете резать, вот как я сейчас делаю, тут все будет в крови. Говорю о тире. А с кулинарного блога кто-нибудь есть? Готовится. Так, ну после того, как я нарезал жеребятину, добавлю немного еще репчатого лука, там буквально чуть-чуть. Так, добавлю помидорки черри. Кстати, вот когда лук режете, у вас глаза не слезятся? Слезятся, конечно, я же человек. С этим бороться? Прямо Но долго пускать у можно. нас на кухне там много приколов по этому поводу. Тут, говорит, надо с полным воды ртом резать, когда не будет там. А на самом деле, если честно, тут зависит уже, наверное, насколько как бы лук такой. Тут немножко полежит, подсохнет, тогда он не так сильно. Ну еще зависит от определенного сорта лука. Да, бывает просто сорт сильно ядреный. Да. Как порежешь сразу. А я вот когда в линзах хожу, у меня опять глаза не слезятся. Ну, в линзах, конечно. Какие-то специальные очки одевать, ну, конечно. А черри, помидоры, они чем лучше? Черри, помидоры не тащи сердце в селе, на самом деле, тоже Более очень хорошие. мясистые же. Ну, у нее очень короткий сезон. Да. Очень короткий сезон. И как бы, а привозной там фирмы, которые занимаются. Да. Ну, в основном все равно стараемся брать китайские, потому что вот есть вариант брать Саюри, но в Саюри вкус там, если честно, немного иногда проигрывает. Парниковая, это как бы другая тема. Ну вот когда нету выбора, лучше брать, конечно, Саюри там, потому что потом идет просто китайские овощи, которые там, знаете, там с пластмассой можно спутать, поэтому. Да. Черный болгарский перец, ну не болгарский, просто сладкий перец, да, уже как раз запекался на гриле, просто принес показать, у меня нарезанный весь. Как бы все пробовали перец, да, он такой жесткий, да, достаточно. А когда его можно поджарить его на гриле, то он такой мягкий становится, такой, и более ярко выраженного вкуса. Как раз добавлю. А если вот дома гриля нет у меня? Просто Да, отправить можете на его в сковородку? духовке, да. А, в духовке, В духовке лучше, да. Можете это сделать в духовке. Также добавлю кедровый орех. Кедровый орех это единственный, который в Якутии, наверное, растет, да? Поэтому кедровый орех. Кедровый орех также салату придаст такой калорийный, да? Добавлю еще зеленый лук. Так, тут по желанию можно добавить немножко чили перца, но я, наверное, не буду добавлять, да? Добавлю Зеленый лук, обычный вот перец. наш местный, да? Да? Вот у корейцев я пока беру его. У них там есть еще. А так потом привозной, но там не из Китая привозят. Нет, имеется в виду вот дикий там, запитаете? Дикий берем, но он дикий-то потом замороженный только идет. Да, там куда-нибудь только в пельмени, там еще куда-нибудь.
Так, ну вот у меня получилось примерно вот так. И добавляю я салат рукколы. Ну, вот я говорил о том, что салат руккола, она выведенная, да, с одуванчика, да, поэтому ближе подходит все-таки и вкусу, и теме все-таки к нам. Ну, у него более такой, конечно, такой ядреный вкус, ну, зато такой натуральный. Ну, при этом очень, очень полезный. Так, я немножко в мясо немножко добавлю соли отдельно, да, совсем немного. Перец здесь есть. И добавляю соус тогда. Да. Когда вы соус такого плана, как заправку, добавляете, нужно обязательно размешивать, потому что уксус оседает здесь внизу. Ну и самое, как бы, такое, сверху тут только оливковое масло. Он как кислый, да? И Да, он кисло-сладкий. кисло-сладкий. Да, потому что я добавил варенье из шиповника, да. Чеснок, как бы, вообще довольно полезный, содержит очень много оксидантов, ну и вообще, как бы,